Второе, не менее важное положение – это жилье. Кто должен его строить? Почему жилье сегодня такое дорогое? Во-первых, потому что есть налоги. Во-вторых, знаете, когда у строительной компании есть план, и вот надо только строить, она уже должна заплатить порядка 15% стоимости. А попробуйте вы выбить землю, а попробуйте вы говорить с чиновниками, которые занимаются выделением участков земли и регулированием строительства. Это такая головная боль, это такие взятки, что, конечно же, все это входит в стоимость жилья. В нашей системе жилье будет стоить так, чтобы человек на среднюю заработную плату в месяц мог купить 1 квадратный метр жилья. То есть оно будет в 2 раза дешевле, чем сегодня. И это очень важный принцип. И пару слов о сельском хозяйстве. Знаете, есть такой анекдот, что по тому, как наше правительство работает в сельском хозяйстве, можно снять замечательный фильм ужасов. Именно фильм ужасов, потому что такой долговой ямы, которую они создали, того непрофессионального управления редко в мире можно найти. У нас много денег выделяется на сельское хозяйство, у нас одни из самых дорогих в мире продуктов, у нас некомпетентные руководители, и у нас нету хозяина на земле. Все это нужно корректировать. Если мы этого не скорректируем, мы по жизни будем зависеть от импорта, и мы будем кормить скорее чиновников, чем тех людей, которые работают на земле. А ведь работа на земле – благородное дело. Работа на земле – это то, что мы должны поддерживать в первую очередь. Если мы этого делать не будем, естественно, весь труд, вся наша земля будет пассивно лежать и не работать на нашу страну. Что мы будем строить в нашей стране? Потому что вот недавно власти говорили о том, что нам в общем и целом нужно построить 52 ледовых дворца. При всем уважении к хоккею, к любителям фигурного катания, я считаю, что это очень много. У нас есть чего строить. Это те объекты, которые не только будут иметь социальную направленность, но которые, конечно же, могут производить и прибыль, и давать доход людям. Почему не построить бы специализированные медицинские центры? Это центры, которые могли бы делать замечательные операции. И вот недавно один мой друг прошел операцию в такой специализированном центре. Да, операция была бесплатна, но он стоял в очереди 6 месяцев. Мы, построив такие центры, могли бы привлекать и лечить в этих центрах иностранцев, могли бы и врачи хорошо жить, и санитарные работники жить, а на выручку, на налоги, которые они получают, мы бы могли лечить бесплатно наших инвалидов, пенсионеров, многодетных детей, то есть оказывать полноценную социальную поддержку. В этом и есть суть баланса. Построим новое, сохраним лучшее. Если у нас есть один такой центр, а потенциал кадровый, профессорский, научный есть на 5, давайте дадим деньги из бюджета, построим 5, и эти деньги отобьются очень легко. Вместо дорогих объектов мы будем строить хорошее современное общежитие. Общежитие, которых каждая молодая семья, каждый человек может снять и заплатить в месяц максимум $30. Это позволит решить и проблему перемещения рабочей силы, это проблема и первого жилья для молодой семьи. Это очень важные объекты. Если мы этого делать не будем, молодежь просто не уедет из страны. Это тоже нужно знать. Наконец, вместо больших помпезных объектов я предлагаю строить строительные площадки для детей, для взрослых. Бесплатные причем. Попробуйте где-нибудь в Минске или в областном городе бесплатно поиграть в футбол. Либо только на пустыре, либо на асфальте. Это очень опасно. Поэтому я считаю, что нам нужно обратить особое внимание на то, что нужно строить. Это заказы для наших строительных компаний. Это деньги для строительных организаций. Это то, что позволит нам развить наш естественный потенциал. И это важно, чтобы наша страна процветала, а не была в заложниках у старой модели. Вы знаете, тоже есть одно интересное мнение у чиновников, особенно в Министерстве сельского хозяйства. Оно прозвучало так: давайте сделаем евроремонт в каждом свинарнике. Вы не ослышались, дорогие телезрители? Давайте сделаем евроремонт в каждом свинарнике. Я, конечно, не против, чтобы свиньи жили в очень комфортных условиях, чтобы свиньи наконец-то понимали, что такое охрана прав животных.
Но я люблю людей больше, чем свиней. Я хочу, чтобы в первую очередь в каждой нашей квартире, в каждом доме был евроремонт. Это те стандарты, к которым мы должны стремиться. Если мы не будем инвестировать деньги в жилищно-коммунальное хозяйство, то все наши квартиры, десятки тысяч квартир, миллионы метров квадратных превратятся в свинарник сегодня. Зачем? Это путь в никуда. Поэтому мы будем заниматься именно этим. Модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, строительством спортивных сооружений, строительством общежитий и, конечно же, специализированных медицинских центров. Это не только социальная программа, это и экономическая программа, которую мы сделаем, и мы будем каждый год увеличивать именно вот эту составляющую. Не менее важной часть моей программы «Миллион новых рабочих мест» – социальная политика. Мы здесь будем строить новое, мы здесь будем сохранять лучшее. Образование. Прежде чем говорить сложные слова и программные тезисы о том, что такое Болонский процесс, университеты, я приведу один пример, который я недавно увидел сам в одном из регионов Беларуси. Учительница со стажем, 2 высших образования, работает в 9-летней деревенской школе. Зарплата 620 тысяч. Она 120 тысяч тратит на дорогу, на транспорт, да? И вот удивительно, этой школе довели хозяйственный план по оказанию услуг на 3 миллиона рублей. Вы представляете, деревенская школа учителя должны оказать услуги на 3 миллиона рублей. Откуда они их возьмут? В деревне что, такие богатые ученики, чтобы давать деньги вот на такого рода государственные планы? И что думают делать учителя? Учителя просто берут и дают свои деньги. Вот такое у нас интересное, бесплатное, в кавычках, среднее образование. Про высшее образование здесь вообще можно говорить очень долго. Когда каждый вуз, опять-таки, имеет план, каждый вуз имеет платные зачеты, платные экзамены, учителя завалены бюрократической работой, учителя получают 1 оклад, это очень мало. Надо работать на 1,5, на 2 ставки для того, чтобы хоть как-то получать достойную заработную плату. Естественно, система образования требует радикального изменения, реформ. Она должна соответствовать европейским стандартам, но для начала я гарантирую, что бесплатно будет среднее образование и бесплатным будет, полноценным бесплатным будет высшее государственное образование. А частное пусть развивается, пусть будет за деньги, пусть будет как можно качественнее. Это путь в будущее. Вторая социальная тема – здравоохранение. И здесь не менее важно сказать о том, что и поликлиникам государственным доводятся планы по оказанию платных услуг. Это одна из причин, почему в наших поликлиниках так много людей в очередях. Чиновники говорят, что они там просто отдыхают. Попробуйте, поговорите с этим человеком. Он отдыхает там в очереди, или все-таки ему хочется получить качественное лечение? Или у него нет денег для того, чтобы пойти в поликлинику и купить какие-то услуги? И опять здесь не только проблема врачей. Врачи у нас благородные, врачи профессиональные. Но врачи поставлены в такие условия, что им государство навязывает некую свою политику. Я вам хочу продемонстрировать один пример. Вот это западный инсулин, а вот это белорусский инсулин. И этот, это тоже лекарство. Но этот инсулин, он лечит очень качественно. Слава Богу, что есть инсулин такой качественный для каждого ребенка. Но для каждого взрослого, который больны сахарным диабетом, такого качественного инсулина уже не хватает. Поэтому наши производители, наше правительство говорит: вы должны поддерживать отечественного товаропроизводителя. Хорошо, поддерживать, но не за счет же здоровья людей. Надо же, чтобы какие-то пределы этого безумию были. Одно дело, когда вы замещаете метелки, какие-нибудь совки или какой-нибудь кирпич, это одно дело. Другое дело, когда вы влезаете в святая святых, в здоровье людей и говорите о том, что здесь нужно импортозамещение. Программа импортозамещения началась 10 лет назад, как минимум, да, и до сих пор дефицит торгового баланса рекордный в этом году. Так зачем же играть здоровьем людей? Зачем же экспериментировать?